21 марта 325 года состоялся Первый Никейский Вселенский собор. Первые письменные сведения о христианах на территории Абхазии относятся к концу III века нашей эры, когда Питиун стал местом ссылки христиан. В начале IV века здесь возникает церковная община во главе с епископом Сафронием. В 325 году епископ Питиунта Стратофил принимал участие на Первом Вселенском соборе и представлял эту общину. 21-22 марта 1992 года во Владикавказе состоялась сессия парламента Конфедерации горских народов Кавказа. На ней было решено создать Комитет обороны и объединенные вооруженные силы конфедерации. В Грозном приступили к формированию такой армии. Туда прибыл первый отряд бойцов из Абхазии. Вскоре к ним присоединятся дагестанцы, кабардинцы и шапсуги. Горцы Северного Кавказа признали суверенитет Южной Осетии и Абхазии и обратились к Грузии с требованием прекратить геноцид осетинского народа. 21 марта 2003 года в Москве вышла монография «Абхазия» в издательстве Российского государственного торгово-экономического университета. Авторы издания – доктор юридических наук профессор Тарас Шамба и кандидат исторических наук Александр Непрошин. В книгу вошли документальные материалы, ряд нормативно-правовых актов, свидетельствующих о возникновении, формировании, становлении, развитии и существовании абхазской государственности и территориальной независимости с древнейших времен и по настоящее время. 21 марта 2008 года Госдума призывает президента и правительство Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Депутаты предлагают рассмотреть возможность ускорения объективного процесса суверенизации Абхазии и Южной Осетии, вплоть до признания их независимости согласно волеизъявлению населения. Как отмечается в заявлении, России необходимо принять все меры для защиты граждан Российской Федерации, проживающих на территории республик, в случае возможного вооруженного нападения Грузии на Абхазию или Южную Осетию. Государственная Дума должна предложить правительству Российской Федерации активизировать усилия по обеспечению безопасности российских граждан, проживающих на территории республик Абхазия и Южная Осетия, рассмотреть вопрос об усилении потенциала миротворческих сил в зоне грузинско-абхазского и грузинско-осетинского конфликтов, а также предусмотреть другие меры по обеспечению мира и безопасности в регионе на случай попыток с грузинской стороны прибегнуть к силовому решению. 21 марта 2008 года вечер памяти поэта Льва Любченко и презентация сборника его стихов «Абхазы, Абхазы, вы правы», изданного Абхазским государственным университетом, прошли в Национальной библиотеке. Составитель и редактор книги Олег Шамба, который собирал рукописи поэта и подготовил их к изданию. Знаменитое стихотворение Льва Любченко «Абхазы, Абхазы, вы правы», написанное им во время войны, заучивали наизусть, переписывали и передавали из рук в руки. Вскоре эти слова, переложенные на музыку, зазвучали песни в исполнении чеченского певца-барда имама Алим Султанова, как гимн освободительной войны народа Абхазии. В августе 1993 года Льву Любченко было присвоено звание лауреата премии «Летопись войны». В канун 10-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии Владислав Ардзенба удостоил его высокой воинской наградой – орденом Леона. Я с вами, ребята! Стрелять не могу, так пою, хоть старый, хромой и горбатый, прошу меня числить в строю. Абхазы, 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 свободолюбивый народ, во славу седого Кавказа, вперед, мои братья, вперед! Чем больше в историю уходят вот эти события, насыщенные войной, тем больше величия подвига абхазского народа. И такого, как Лев Любченко, который всю свою жизнь отдал и внес большую лепту в нашу общую победу. Это человек действительно яркого таланта. И я в историю Абхазии вошел не с заднего крыльца, не в шортах с модными лампасами, а в форме воина-бойца.
21 марта 1921 года родился Иван Тарба, писатель, государственный деятель, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулия. Занимал должности министра просвещения Абхазской АССР, секретаря Абхазского обкома партии. Избирался депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета Абхазской АССР. В целом поэзии Тарба свойственна гражданская направленность. Стихи поэта включены в антологию абхазской поэзии XX века. На тему лирических произведений Тарба создан ряд песен, входящих в репертуар национальных хоровых коллективов. Проза поэта отмечена романами «Известное имя», «Солнце встает у нас», «Глаза моей матери» и другие. По сценарию писателя был создан художественный фильм «Кто оседлает коня». Иван Тарба похоронен в пантеоне писателей и общественных деятелей в Сухуме. Дмитрий Иосифович любил свою родину, жизнь. Мы, абхазские писатели, должны учиться у Дмитрия Иосифовича, как любить свою родину, свой народ, как служить своему народу. Он служил очень честно и преданно своему народу. Он единственный человек, который смог очень многое нечеловеческим трудом создать столько культурных ценностей для своего народа. Мы должны служить своему народу так же, как он служил. 21 марта 1958 года родился Рауль Хаджимба, 4-й президент Республики Абхазия, кавалер ордена Леона, генерал-майор службы государственной безопасности, выпускник юридического факультета Абхазского государственного университета. В период Отечественной войны народа Абхазии начальник разведки и контрразведки Восточного фронта. В послевоенное время Рауль Хаджимба работал в Государственном таможенном комитете, председателем службы государственной безопасности, министром обороны, первым вице-премьером, затем премьер-министром республики. В 2004 году первый президент Владислав Ардзинба назвал Рауля Хаджимба своим преемником. В соответствии с соглашением о политическом урегулировании от 6 декабря 2004 года на повторных выборах Рауль Хаджимба был избран вице-президентом. В мае 2009 года Рауль Хаджимба ушел с поста вице-президента. В 2009 и 2011 годах баллотировался кандидатом в президенты Абхазии. С 2012 года Рауль Хаджимба – депутат Народного собрания Республики Абхазия, член Комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека, Комитета по обороне и национальной безопасности. С 2010 года был председателем оппозиционной партии «Народный форум Абхазии», а с 2013 года председателем Координационного совета политических партий и общественных организаций республики. 24 августа 2014 года на досрочных выборах главы государства был избран президентом Республики Абхазия. Вступил в должность 25 сентября 2014 года. Способши, субста заразыгил, субсадил, суарла рымац аурайша зысква. Сыклар и рымтаны снабаджи ехало, амчра, рынкарна конституция, ехаби уямш, ватфки уяпич, рыххиразы, схы и шасырхо. Жлар, рылах соа, и пшо рехапы, статшац на самыгала. Янша дух свой, субсадили, суаглари, рымаца урачу, амчел шари сутарц.
24 ноября 2014 года президенты Абхазии и России Рауль Хаджимба и Владимир Путин подписали договор о союзничестве и стратегическом партнерстве сроком на 10 лет, согласно которому создается общее оборонное пространство. 21 марта 1965 года родилась Гунда Квициния, поэт, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулия. Работала литературным консультантом в Союзе писателей Абхазии, старшим редактором в Комитете по печати при Совмине Абхазии, референтом-переводчиком в администрации президента Республики Абхазия. Гунда Квициния перевела на абхазский язык Конституцию и акт о государственной независимости Республики Абхазия, а также псалтырь, детскую Библию, тексты духовных песнопений, гимны, а также биль по правам человека, Конвенцию по правам ребенка. По мнению критиков, поэзии Гунда Квициния воспевает внутреннюю свободу человека, ее творчество близко к философской лирике. Она автор 10 поэтических сборников. Гунда Квициния – директор Государственного фонда развития абхазского языка с 2005 года. За последние 10 лет, в день 21 марта, самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году – это 15 градусов. Самая же низкая температура в 2009 – это 2 градуса.